В Абхазии подводят итоги президентских выборов. Центр избиркома уже признал, что в второй республике претендуют Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. За подсчетом бюллетеней следит наш корреспондент Алена Евтекова. Подсчет голосов идет в присутствии наблюдателей всех политических сил. Председатель участковой комиссии достает по одному бюллетеню из урны. Это нововведение второго тура. Данная процедура увеличила время подсчета голосов, но сделала его максимально прозрачным и объективным. Официальные итоги выборов президента должны быть объявлены на пресс-конференции в ЦИКе сегодня в 12 часов дня. Однако благодаря доверию, которое оказали нам граждане нашей страны, нашей большой команде, а самое главное – голосование нашего народа. Это должно стать победой народа Абхазии ради будущего нашей страны. второй тур президентских выборов в Абхазии прошел при высокой явке избирателей. Проголосовало примерно под 100 тысяч граждан. Более 3000 проголосовало в Москве. Там ситуация по явке больше, чем в первом туре проголосовало. В Москве на отдых домохозяйки представители всех национальностей, проживающих в республике, проголосовать приходили целыми семьями. Столько людей проявляют свой гражданский долг. И вообще рада здесь видеть столько людей. Для нас это очень важно, потому что мы надеемся на то, что в Абхазии будет хорошая жизнь для таких детишек, тех детей, что Абхазия будет процветать, люди будут жить счастливо. И все будет хорошо. В самой Абхазии было открыто 152 участка в 35 округах. Пришла проголосовать за наше будущее. Будущее Абхазии. Государством. Главное, чтобы настрой был такой у руководителей наших. Надеемся, что он будет всячески помогать народу, поддерживать дружеские отношения с соседями, в первую очередь с Россией, потому что Россия – это его первый сосед, с которым он должен более крепко дружить. На всех участках, помимо наблюдателей от кандидатов, за процессом эксперты. 120 человек из более чем 30 стран. Они подтверждают, была обеспечена свобода волеизъявления граждан. Мы посетили не только городские участки, но также пригороды, столицы и даже отдаленные поселки. Люди голосовали спокойно, никаких нарушений нами выявлено не было. Когда голосует такое количество народа, это действительно очень хорошо для демократии. Как, например, мы видим в Европе. В среднем там приходят на участки 31-35%. Это может указывать и на то, что люди, как правило, просто не верят в систему голосования, не доверяют тому, как проходят выборы. Абхазия сделала свой выбор. Инаугурация победителя президентских выборов должна состояться в течение 30 дней после